Пришел старик с конца села к богатому соседу. Сосед, не дашь ли мне осла? На рынок я поеду. Осла сегодня дома нет. С утра ушел куда-то. Соседу бедному в ответ сказал сосед богатый. Пока беседа эта шла, из ближнего сарая донесся громкий крик осла, дрожа и замирая. «Ты мне солгал», — сказал старик. «Осел твой нынче дома. Я из сарая слышу крик тебе и мне знакомый». Но отвечал богач: «Чему мне лгать или темерить? Ослу ты веришь моему, а мне не хочешь верить?» Бедняк ушел от богача и видит по дороге, стоит во враге у ключа барашек тонконогий. Томясь от жажды, в жаркий день отбился он от стада и забежал туда, где тень и зелень и прохлада. Бедняк поймал его, связал, взвалил себе на плечи и по крутым уступам скал принес свой хлеб овечий. Сосед-богач к нему пришел. «Отдай-ка мне барашка. Ты, говорят, его нашел в горах на дне овражка». «Здесь твоего барана нет. Ищи его по следу», — сосед-бедняк сказал в ответ богатому соседу. Богач хотел идти домой, вздохнувши на прощание, и вдруг услышал за спиной влияние баранье. «Я обнаружил свой обман», — сказал он полон гнева. «Я слышу, блеет мой баран за изгородью хлева». В ответ бедняк захлопнул дверь. «Божиться я не стану, но ты соседу больше верь, чем глупому барану».